Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Вам срочное сообщение от мужчины. Давайте посмотрим, что в этом срочном сообщении. Я прошу. Ой-ой-ой, поцелуйчик, смотрите, губки. У него что, губы какие-то кривые, либо тонкие? Смотрите, поцелуйчик вам отправил этот мужчина, на которого вы загадали. Говорит, обнимаю, целую, так мечтаю тебя поцеловать. Вот прям представляю тебя перед собой. Хочется вас поцеловать, либо это какой-то воздушный поцелуй. Видите, прям губки. Если у вашего мужчины тонкие губы, либо немножко какие-то кривые, не четко, да, бантиком, то это его поцелуй вам. Так, что же он хочет вам сказать? Он тут виноват перед вами, он это чувствует, ему это покою не дает. Говорит, перегнул палку, сам был не свой, то ли он выпивший был, то ли его кто-то накрутил, то ли у него, знаете, как все сошлось, да, какие-то неприятности, там еще и выпить мог, тут еще и вы там что-то ему сказали, да, вот как сорвался мне идет. Потом говорит, что он виноват, какие-то слова сказал, которые он не должен был говорить, либо как-то себя повел так, как не должен был себя вести. Но он уповает на то, что вы все понимаете, что вы женщина умная, что вы, простите дурачка, да, смягчите свое сердце. Он тут клятвенно обещает, что он исправится. А еще он говорит о том, что он какую-то мечту вашу сейчас пытается исполнить. Может быть, мечта связана с каким-то украшением, может быть, с какой-то покупкой, может быть, с какой-то поездкой. Да? Вот он говорит, я сейчас над этим работаю, чтобы исполнить твою мечту. Типа, ты меня прости, я в долгу не останусь. Я обязательно исполню то, о чем ты мечтаешь. То, что я тебе, например, там обещал. Либо какой-то разговор у вас был, там, не знаю, мимо ювелирки проходили, увидели там какие-то красивые сережечки. Ему там намекнули, у него денег не было, а сейчас бегает, ищет, мечется, чтобы купить. А может, он тур покупает на отдых, да, в какой-то хороший отель, в хорошую страну, где вы сможете вдвоем очень здорово отдохнуть. Но этот поцелуй он мне покоя не дает. Целуй, девочки, он вас целует. Это сообщение его сердца. Это даже не ума, а именно сердце сообщение, да, что у него на сердце, что его сердце вам хочет сказать. Кроме того, что он был неправ и перегнул палку, это понятно, но тут еще и подарок. И этот поцелуй прям в корне рисунка. Это то, о чем он не может не думать. Это самое главное желание, это вас поцеловать. Давайте посмотрим. Что у меня колода перевернутая, да, ребенок. Конечно, поцелуй. Тут лилии выходят. Такое впечатление, что он направляется в вашу сторону, одержимый просто страстью к вам. И говорит, любые помехи, не помехи, ты такая очаровательная, ты такая соблазнительная, ты буквально сводишь меня с ума. Я ни о чем другом думать не могу, кроме как о тебе и о том, как я тебя буду целовать. И так романтично, так прекрасно. Вы лисица для него. Вы на него очень сильно влияете, скорее всего, сами еще этого не понимаете, либо не хотите этого признавать. У вас колоссальное влияние на этого мужчину. То есть он тает, он в воск превращается, в пластилин превращается рядом с вами, когда находится. Если бы вы этим пользовались, мужчина бы шелковый стал, да? Вы, женщина, судя по всему, прямая и честная, и, наверное, таким не пользуетесь. Либо избегаете, да, пользоваться своим женским очарованием. Но, девочки, надо. Ему нравятся такие штучки, он без ума от таких женских штучек, особенно в вашем исполнении. Его сообщение еще про какую-то женщину речь идет. Женщина, которая его с правильного пути сбивает, либо какие-то негативные мысли ему внушает.
женщина, то ли соперница ваша, то ли у нее виды на этого мужчину, может быть, это родственница его. Вот эта женщина мне не нравится, он ее пытается как будто бы закрыть, типа она никто, она роли не играет. Но раз она в песке вышла, значит, все-таки какую-то роль она играет. Вот кто эта женщина? Почему он ее показывает, вернее, его сердце почему показывает эту женщину? Может быть, кстати, вот последняя ваша ссора, либо выяснение отношений, вот может она к этому руку приложила, может она как-то этому мужчине что-то внушает про вас негативное, либо постоянно пытается его настроить против вас, да, вот как раз ссорку вам сделать. Кто она? Кто она? Кто она? Для этого мужчины, кто она? Так, ну тут либо, как я уже сказала, да, родственница, ну либо, может быть, она действительно виды серьезные на него имеет и уже считает его своим, да, говорит, вот не отдам его, буду намертво стоять, и он будет только лишь моим. Скорее всего, ну, либо мама, либо соперница. Вот правда, да, у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Проблемы создает, проблемы. Опять карта семьи. Если он у вас женат, то, возможно, это его жена. Если он женат. Или бывшая жена. Может, она все никак успокоиться не может, все пытается его назад вернуть. Проблемы создает. Не дает места радости, счастью места не дает. Лезет, лезет. До вас дотянуться она не может, поэтому она действует через мужчину. То есть она ему мозги запудривает, да, грязь всякую внушает ему. Знаете, надеется на то, что если постоянно говорить на белое-черное, то белое станет черным, да. Вот как-то так мне идет, внушениями занимается, обрабатывает этого мужчину. А он какой-то как дурачок, да. То ли она такое влияние на него сильно имеет, то ли он действительно какой-то, ну, как ребенок наивный, да, он вообще не понимает, что делает эта женщина. А она плохую работу делает, да, она пытается вас рассорить. Ее здесь вообще показывают такой, знаете, женщиной-кошкой, причем такой не первой свежести, да, немножко такая видавшая виды кошка, потертая, помятая. Поэтому я не могу точно сказать, жена, мама, либо соперница. Ну вот почему-то мне еще про бывшую идет, да, бывшая жена, либо девушка, с которой он прям сожительствовал, и чуть ли не жена она ему была. Ну, а может, она уже поверила, что она его жена. Видно, когда они там рассорились, она такая, оп, а как-то некомфортно одной, да, никого там богатенького себе не нашла, как-то не очень. Ну, а если мама, то мамы, они имеют свойство, да, привычку ревновать, и все девочки плохие для ее мальчика. И опять же, вот эта вот материнская ревность, да, ну, типа, я же для себя сына рожала, как это так, я там чужой тетке отдам его. Такое тоже может быть. Вот с этой женщиной я бы на вашем месте разбиралась. Ну, либо сделала бы все, чтобы он меньше общался с этой женщиной. Вот как-то так нужно еще поступить. Потому что мне идет, что она играет роль серьезную. Мужчина ее выгораживает, говорит, она ни при чем. На самом деле я вижу, что она при чем, прям сильно при чем. Вот. А он такой, типа, она роли не играет, она никто, она просто рядом, да. Типа, она не влияет, на самом деле влияет. И еще, мои хорошие, мужчина в своем сообщении вам говорит о неком персонаже, который ему не нравится. То есть рядом с вами есть какой-то другой мужчина. Может быть, этот мужчина, там, не знаю, сосед, коллега, может быть, какой-то ваш приятель, да. Вот он ему не нравится, он ему кажется сомнительным и подозрительным. Посмотрите, какая ирония, да? Ему, значит, там какая-то женщина негатив внушает по поводу вас, а он, значит, тут ревнует к какому-то вашему знакомому, который вообще не при делах, да, вообще ни при чем. Вот, а он, видите, ревнует, говорит, что вот если этого мужчины не будет рядом с вами, то ваши отношения станут идеальными, да, и ему будет спокойней. Но не говорит, что я тоже уберу женщину со своей стороны. Нет, не говорит, только лишь про вас говорит. Еще, мои хорошие, здесь показывают стрелку, которая вверх, видите, направлена. Вот она, стрелка. И это как-то связано с его делами и с тем, как вы положительно влияете на его жизнь, на то, как сейчас обстоят дела
в его бизнесе, либо в его карьере. С вашим появлением у него действительно дела в гору пошли. То ли вы ему свою удачу отдаете, ну бывает такое, когда любишь, да, человеку там только лучшего желаешь и неосознанно отдаешь, передаешь. А у кого-то отыграется, что вы даете ему очень классные советы, рекомендации, и благодаря этим советам и рекомендациям у него действительно дела в гору пошли. И он это тоже замечает. И он уже это напрямую связывает с вами. То есть вот вы пришли в его жизнь, и жизнь качественно поменялась. Да? Вот прям блистать стал этот мужчина. У него там и с деньгами улучшилось, и с отношениями на работе улучшилось. Да? Вот ваши советы, либо ваше, в принципе, присутствие в его жизни скрашивает, да? Разукрашивает в разные красивые яркие цвета. Он это понимает. Плюс я вижу, что у него даже вот как-то по здоровью что-то начало меняться. Ну, допустим, у мужчины мог быть какой-то, не знаю, там, допустим, как пример, хронический гастрит, да, либо проблемы там с желчью. А вы там начали ему вкусняшки готовить, какие-то диетические вкусняшки, да, вы стали о нем заботиться. Может, он там кушал где-то перехватом, да, а вы ему, значит, там первое, второе, третье и компот, да, то есть забота, да, от вас пошла. Вот у него как бы и здоровье улучшилось, и даже выглядеть он как-то лучше стал. Если вы вместе, и вместе давно, то он даже, наверное, пару килограмм набрал, да, округлился благодаря вашей заботе, благодаря вашим золотым ручкам. И, в принципе, он за это вам очень сильно благодарен. И он говорит, вот если бы не ты, то непонятно, что со мной бы было, и как бы у меня там в жизни все повернуло, вывернуло. Вот. Те неприятности, про которые я сказала в начале, которые у него могли случиться, это его еще косяки. Да? Может, он вас там не послушал, либо сделал не так, как вы ему сказали, либо он там где-то вспылил, да, из-за этого конфликт произошел. Такое могло быть. Вы тут вообще ни при чем. Это все на его совести. Кстати, вот про машину что-то еще показывают. Я, конечно, не хочу настолько вперед забегать. Возможно, этот мужчина обещал вам машину подарить, либо купить, да, либо помочь купить. Но вот почему-то он еще про машину какую-то маленькую думает. Маленькая такая красивая машинка. Но это больше, знаете, как фантазии его, наверное, да. Если обещал, он про это не забыл, он об этом думает. Если не обещал, но был какой-то разговор про машины, может, он обещал вас сначала научить водить, а потом уже купить, то все в силе, да, все в силе. И он надеется, что и деньги у него будут, и машину, возможно, не такую маленькую, как вы там с ним говорили, но побольше, там, покрасивее, более модную, наверное, какую-то вам купит. Ну, как-то еще про машину идет, да, речь. Также сердце этого мужчины говорит про то, что он вам изменять не станет, либо измен не будет. Может быть, ну, действительно, там был какой-то повод, но сердце говорит, что нет, не будет он вам изменять, и на измену он не пойдет. Не пойдет, ну, потому что зачем ему там какие-то полевые цветы, если у него прекрасная роза в руках, знаете, вот как-то так говорят. И еще, мои хорошие, здесь важной линией просматривается информация о том, что вы очень какая-то независимая, самостоятельная женщина, которая ни в ком не нуждается, да? И его это немножко задевает и обижает, потому что ему хочется играть какую-то роль в вашей жизни, весомую, значимую. Вот хочется, чтобы вы без него не могли. Ну, это какие-то его мужланские наклонности, да, наверное. Но, может быть, как бы в его мировоззрении это типа нормально, да, когда женщина слабая нуждается в мужчине. А тут как бы у него не сходятся лекала, потому что вы очень сильная, вы очень умная, вы очень независимая, самостоятельная. И как бы он вам там и не особо нужен, получается. Да? Вы все вопросы решаете сами. Вы мало того, что свои вопросы решаете, вы ему его вопросы помогаете решать. И ну как это не так оно, как должно быть. Он себя не очень комфортно чувствует. Либо он хотел бы себя проявлять больше в вашей жизни, да, больше проявлять свою заботу, внимание, то, что он вам нужен, то, что вы без него не справляетесь, да, вот как быть
кем? Защитником, добытчиком, да, на страже вашего спокойствия. Вот этого ему не хватает. Не хватает роли, да, либо не хватает обязанностей, не хватает ответственности, не хватает ощущения, что я ей нужен, она без меня не сможет. То есть быть сильной — это замечательно, но мужчины все-таки как будто бы хотят, не самоутверждаться, но хотя бы иметь возможность подчеркнуть свою важность. Да, вот как-то я не могу сама понять, в чем проблема. Буквально он жалуется на то, что ты слишком сильная и независимая. А я типа кто? Да? Либо а какая роль у меня? А как я должен рядом с тобой выглядеть? Да? Может быть, вы и не искали себе защитника-добытчика, у вас все в порядке с этим делом. Но вот в его реалиях, да, либо так, либо никак. Да? То есть если вы его там не включаете в какие-то события, то он чувствует себя ненужным. Его это гложет начинает, да? Либо у него там вопросы в голове, типа, что, а я зачем, да? Либо как-то стыдновато, мне некомфортно, неудобно. Плюс ему еще очень нравится, кстати, в этом всем деле, что вы даете ему какие-то советы, либо даете ему какую-то важную информацию, которая всегда беспроигрышная, да, вот это 100% вариант. И сначала он как-то не доверял вам, не доверял тому, что вы говорите, а теперь он без этого просто не может. Без ваших подсказок, без вашего мнения, без вашего описания, без вашего наставления он уже как-то не может. Даже как-то в жизни теряться немножко начинает. Да? Не понимает, что делать, как делать, с кем делать. Да? Такой, я не знаю. Вот как подсел даже на вашу энергетику. Не то чтобы он жалуется, но хотелось бы ему прояснения, да, кто он в вашей жизни и готовы ли вы ему доверять. Готовы ли вы на него положиться, да, потому что его это мужское эго немножечко там в тупик попало. Вот. И по поводу ваших советов, ему очень хочется быть как вы. Тут даже некая зависть просматривается. Да, он вам немножко завидует, потому что вы действительно очень умная, у вас высокий интеллект, вы многое в жизни видели, знаете, умеете. А он тут вам, видите, немножко уступает. Это по его мнению. Хотя я вижу, что он вам очень сильно уступает. Но опять же, это не в укор ему, а скорее в то, что вы очень крутая. Да? Вы необычная, вы очень крутая. Что бы ему хотелось сейчас? Быть рядом с вами. Прямо оказаться рядом с вами и целовать вас. Это то, что он сейчас хочет, то, о чем он мечтает. Чего он боится, что вы уйдете. Вот, пожалуйста, ваша нога, что вы уходите. Вот этого очень боится. Он понимает, что если вдруг так случится, то он не сможет вас удержать. Вы не та женщина, которая за мужика держаться будет. Да? Вы встали и ушла, все. А он этого боится, потому что он знает, что он не сможет ничего сделать. Он знает, что он слабее, чем вы. Он знает, что вы принципиальный человек. Его это очень страшит и пугает. Кстати, возможно, да, у вас какая-то конфликтная ситуация могла произойти, и, возможно, вы не общаетесь какое-то время, либо вы какая-то расстроенная были в последнее время. И у него такие шальные мысли, которые пугают его, да, пробирают до кости, что а вдруг вы решили от него уйти. Все, он вам надоел. Довел вас до белого коленя, и вы решили встать и уйти. И он такой, а что я буду делать? А как я буду жить? А как я ее верну? Да? Это же нереально. Если она что-то решит, то это уже все, точка, приговор. Какая-то ваша принципиальность, да, в этом вопросе, она его пугает на самом деле. И еще, возможно, вы куда-то хотели съездить, либо сказали ему, что поедете, и он очень боится вас отпускать, потому что ему прям видится, да, что вы уедете и потом уже не вернетесь, не захотите возвращаться. Как-то так он еще думает. Ревнует вас, да, я уже сказала, там, к мужчине какому-то. И еще у кого есть животные дома, к животному может ревновать. Там, к вашему пушистику, хвостику. И, то есть ему без разницы, да, это человек, либо это животное. Есть у него такое собственничество какое-то есть. У вас такого нет. Вы человек в этом плане открытый и прямой. А он такой, типа, все мое ко мне, да. Скорее всего, из-за этого и женщина это рядом с ним крутится, да, потому что он привыкает, потом ему сложно отпускать.
Так, еще. Смотрите, если мужчина какие-то вам слова сказал, то это слова точно не его были. Вот его прям настроили, конкретно против вас настроили. Он это не понимает. Он просто говорит, я был не в себе. Я не знаю, как это произошло, как у меня эти слова сорвались. Вообще, как я посмела их сказать, да, сам себе язык готов прикусить. Но мне идет, что это были слова именно женщины, что именно женщина вложила ему в голову эти слова, которые вот обидные, да, он вам сказал. Не его это слова, не его. Ему они не принадлежат. Они были сказаны его устами, но это не его слова. И если вы действительно хотите серьезные отношения построить с этим мужчиной, уберите эту женщину. Вот прям категорически уберите. Пусть что хочет с ней делает, но чтобы ее не было в его жизни. Потому что эта женщина не даст вам нормальной жизни. Она постоянно будет придумывать какие-то новые хитрости, какие-то ухищрения, постоянно будет приносить грязь в ваши отношения. Да? И понятно, что добром это не закончится. Будет перегорание, будет агрессия, будет скандал и как бы все. Вот, сам он не поймет. Для него эта женщина нормальная. Потому что она умеет играть свою роль. Да? Там надела масочку доброй девочки, либо доброй мамочки, и как бы давай карусель крутить. А вы женщина, которая может ее на место поставить и вообще может ей запретить появляться. То есть его она как подмяла под себя, но вас она боится, потому что видит, что вы очень сильная, что вы сильная конкурентка, что вы бараний рог ее скрутите. Да? Она, кстати, этого очень боится, поэтому сильно там и не вылазит. Лишний раз себя не показывает. Да? Именно таким образом действует. И еще, мои хорошие, в его сообщении очень много про то, что ему вас не хватает. То ли вы как-то время мало проводите вместе. Вы, может, занятая женщина. Может быть, потому что в силу каких-то обстоятельств, да, не получается быть вместе, либо съехаться. Может быть, у вас там график какой-то очень плотный, да, вот он говорит, мне не хватает, да, тебя не хватает, качественного времени с тобой не хватает, возможно, даже интимного времени не хватает, да, когда вы можете побыть вместе. Вот он на это жалуется, и он прям настаивает на том, чтобы вы, наверное, что-то пересмотрели и больше, наверное, посвящали время ему. С одной стороны, понятно, почему он этого хочет. Да, он вас любит, и вы ему очень нужна. А с другой стороны, вам нужно будет где-то от чего-то отказываться, да, чтобы угождать этому мужчине. А если это войдет в обязательство, да, либо в какую-то некую привычку, что потом у вас вообще своей жизни не будет. Но это тоже как-то, знаете, вот надо про это подумать и это как-то обыграть. У него вообще желание такое, чтобы вы вот дома были, да, ждали его дома. Домом занимались, детьми, бытом. И вот ждали его, он приходит, вы там над ним колдуете, его переодеваете, кормите, слушаете все его тревоги, неприятности, даете ему советы, и дальше в постель, да. Вот ему бы этого хотелось. Но на самом деле я не вижу, что вам это подойдет. Вы не та женщина, вы очень яркая, вы умная, да, у вас очень много идей, у вас реализация блестящая. То есть, зачем вам от всего этого отказываться? Да, вот тоже нужно это все обсуждать, да, нужно проговаривать. Я думаю, что он вас послушается, скрипя сердцем согласится. Я думаю, что так, потому что, и любит, и вы очень ценная для него, да. У него разные женщины были, да, разные, но вы для него особенная, и его сердце об этом вам кричит. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.